Всем привет, с вами Саша Маэстро, это мой очередной выпуск. Тема посвящена отношениям. Вы знаете, что есть у меня тренинг по соблазнению, как раз он о отношениях, управлении отношениями. И вот сегодняшний мое маленькое видеообращение к вам я хотел посвятить этому вопросу, потому что после тренинга, вопросы, посвященные тренингу, вопросы так или иначе касаемые с отношениями, я очень часто от вас получаю и устаю каждому отдельно объяснить одни и те же самые прописные истины. Поэтому сегодня я решил некие ваши вопросы сформулировать в некую такую группу, разбить их на основные пункты и вот прямо сегодня об этом поговорить. Соответственно, существует 5 ключевых моментов, которые могут, в общем-то, кардинально повлиять на развитие ваших отношений. Если вы эти моменты понимаете, вы ими управляете, вы их осознанно держите под контролем, отношения будут такими, какими вы хотите. Если же нет, то уже гарантии, собственно говоря, вам никто не даст. Итак, момент первый. Либо правило номер один. Как хотите, так и считаете. Либо же даже ошибка номер один. Как у вас там получается. Это по поводу контроля и управления отношениями с самого начала. Вот вы там 1, 2, 3 свидания с девочкой. Был у вас там любовь, все хорошо. Вот. И, в общем-то, неважно, вы сказали, что вы теперь с ней встречаетесь, вы это вербализировали, озвучили, там, отпраздновали, дату запомнили. Или это просто само собой процесс вот так вот идет, и все хорошо. Вот. И все, вы считаете, что отношения у вас уже начались, все отлично, все супер, они вот начинаются, продолжаются. Но на самом-то деле теперь отношения текут сами по себе. Вы отдельно от них, они отдельно от вас, потому что это хаос в отношениях. Отношениями нужно управлять, нужно видеть процессы развития, нужно понимать, что и как, где нужно подкорректировать, какими моментами нужно больше внимания уделять, каким-то моментам меньше. Если вы эти вопросы не озвучиваете, если вы не понимаете, то отношения неуправляемы. Соответственно, в итоге вы получите не то, что вы хотели, не то, что вы о чем мечтали. Вторая ошибка, которая допускается, это потеря доминирование, доминирующей позиции. Мужик, он в отношениях главный. Это вот факт, это правда, это то, что все женщины, большая часть женщин понимает и желает все-таки в итоге получить в отношениях. Безусловно, есть мужчины, которые соглашаются на второстепенные роли, их сейчас называют подкаблучниками. Женщины, в общем-то, вынуждены уже занимать доминирующую роль в таких отношениях. Но сейчас мы не об этом. Мы сейчас о том, что правильные отношения, хорошие управляемые отношения – это те отношения, где мужчина доминирует. Соответственно, вам нужно занять доминирующую главную позицию. Если вы не заняли, уже будут проблемы. Далее, ошибка номер 3 – это изучение и удовлетворение потребностей вашей женщины в отношениях. Есть ряд каких-то потребностей базовых. Он не очень маленький, не очень большой, но который вы обязаны удовлетворять. Если они удовлетворяются сами собой, вы их закрываете. Супер, отлично. Если же нет, вы должны отследить моменты, которые вы не удовлетворяете, и, постараться их как-то, в общем-то, заставить себя их закрывать. Потому что если вы их не закрываете, закроет кто-то другой. Далее. Четвертый важный момент, четвертый важный пункт. Это критические ценности, причем ваши и критические ценности вашей женщины, вашей девушки. Что является критической ценностью? То, что для вас настолько важно, что в рамках отношений вы не готовы мириться с тем, что это, в общем-то, вы не можете получить. К примеру, если у вас привычка, потребность такая, что вы раз в неделю встречаетесь со своими друзьями, и женщина ваша начинает противиться этому. Если эта ценность является для вас критической, то на фоне неудовлетворения этой ценности рано или поздно у вас накопится такой негатив, который все равно приведет к разрыву отношений. Если у вас, допустим, есть необходимость в свободном пространстве, в свободном времени, когда вас никто нигде никак не дергает, и женщина, опять же, постоянно не дает вам получить эту свободу, не дает получить свободное время, опять же, ваша критическая ценность не удовлетворена, опять же идет накопление негатива. Это все придет к печальному результату, отношения, в общем-то, рано или поздно опять же снова развалится. То же самое и со стороны женщины. При начале ваших отношений вы должны понять свои прежде всего, потому что, чужие вы пока не в силах оценить, это уже процесс такой, со временем будет, понять свои критические ценности. Когда вы их поймете, вы уже поймете, на что вы готовы идти, на какие компромиссы в отношениях, а где не готовы. В общем-то, это вы озвучиваете и понимаете, что будет дальше. И последний момент, который я сегодня хотел бы озвучить, это рычаги управления.
Вы должны не только понимать, вы должны правильно за них дергать, вы должны правильно ими, значит, осуществлять контроль. Это доминирование, это поддержание периода влюбленности, это те же манипуляции в отношениях, это вложение ресурса и получение ресурса от девушки. Если вы все эти вещи правильно контролируете, правильно управляете, вы получите в итоге те отношения, которые вы бы хотели иметь, к которым вы стремитесь. Если вам это интересно и вы хотите это получить, приходите ко мне на тренинг по соблазнению, мы обязательно это там все пройдем, изучим, и все у вас будет хорошо. С вами был Саша Маэстро, пока!